Saljem kermiete dostar. Жительница Швейцарии учит казахский язык из любви к Димашу Кудайбергену. В ТикТоке распространяется видео, на котором иностранка рассказывает о себе на казахском языке. На ней украшения с казахским орнаментом. Кроме того, в кадрах появляется казахстанский актер Тәуекел Муслим, которого также поразила ее речь. Благодаря любви к казахской культуре решила научиться говорить на казахском. Вот что делает культура. Димаш, рахмет, говорит актер. Женщина рассказала, что живет в городе Берне, и у нее есть дочь и внучка. Безумно рад, что мы с ней здесь встретились. Очень приятная женщина. Я ее сейчас отмечу. Давайте ее все поддержим, ей будет приятно. 65-летняя лайф-коуч Эстер Уильман живет в Берне. Казахской культурой и изучением языка она увлеклась после того, как услышала песни казахстанского артиста. Швейцарка, которая выучила казахский язык ради Димаша, наконец-то встретилась с ним. Это невероятная история. 65-летняя Эстер прилетела в Казахстан на Наурыз. Долгие годы она мечтала встретиться с Димашем. Из-за любви к нему выучила казахский язык, полюбила нашу культуру. Но она и не думала, что так скоро познакомится с кумиром. Все произошло неожиданно на презентации нового телефона Oppo. Я большая фанатка Димаша. У него прекрасный голос, талант и творчество. В таком молодом возрасте пишет такие шедевры. Я также говорю на испанском, поэтому слушать то, как он поет на этом языке, было очень эмоционально. Я впечатлена не только его творчеством, но также тем, как он отстаивает свои ценности в интервью, рассказала она. В сентябре прошлого года Эстер впервые посетила Казахстан ради концерта артиста. Тогда она восхитила казахстанцев видео в ТикТок, в котором рассказала о себе на казахском языке и показала, как носит казахские традиционные украшения. Я ездила в Алматы на концерт Димаша, также была в Астане. Мне очень понравилась поездка. Я стала даже популярной после видео в ТикТок, где покрасила свои волосы в голубой цвет в честь казахстанского флага. Это было интересно, потому что люди узнавали меня на улицах, подходили и разговаривали со мной. Я была удивлена такой реакцией, все были очень дружелюбны, рассказала она. Во время поездки Эстер познакомилась со многими известными казахстанцами и до сих пор поддерживает с ними связь. Также ей удалось посетить культурный вечер в Назарбаев университете. Гостья поделилась своими впечатлениями о Казахстане. Я была впечатлена тем, насколько сильное влияние культура оказывает на повседневную жизнь. Мне было грустно слышать, что так много людей говорят на русском языке, а не на казахском. Однако, независимо от того, на каком языке они говорили, все были невероятно отзывчивы, добры и гостеприимны. Многие казахи до сих пор знают своих предков в 7 поколениях, а я даже не знаю своего отца. Меня это очень сильно удивило. Также впечатлило, что дома казахи играют на домбре и поют вместе, отметила Эстер. Еще одним важным для Эстер событием во время поездки в Казахстан стало то, что на рейсе из Алматы в Астану ее место оказалось рядом креслом известного писателя Дулата Исабекова. Это был очень удивительный момент, говорит она. Эстер планирует приехать в Казахстан еще раз. Пока же она готовится к поездке в Турцию на очередной концерт своего любимого исполнителя. Paradise, Kudai Shukr.